Да, в Красноярске растут, но их очень мало. Здесь такое количество, это просто сказка. Помощь. Очень скользко. Мое больное горло. Вся боль спустилась вниз, теперь я кашляю. У меня открылся насморк. Постоянно мерзнут ноги. Я сделала это! Усталость дает о себе знать к концу дня. Ежедневные марши-броски на 16-17 километров даже для опытных походников даются непросто. Многие из нас в режиме энергосбережения. К примеру, про меня потом сказали, что в походе я совсем не улыбалась. А едва прибыли в город, улыбка до ушей. А теперь нужно дойти вон до того озера. Вон она, вон она. Осталось совсем немножко. Едва мы прошли перевал, как перед нами открылся просто потрясающий кинематографичный вид. Казалось, что из-за той горы сейчас вылетит дракон, а тот склон похож на Гундабад, и вот-вот здесь появится армия орков. Действительно, вот где надо снимать эпичные фильмы. Красивый столб дождя дошел и до нас. Так, последующие 7 километров по Качкарникову болоту прошли в унынии. Вспомнились все печали, проблемы и неотвеченные вопросы. Хотелось даже плакать. Пошел дождь, идем по болоту. Идти крайне неудобно и неприятно. А дорога в этих местах, как видите, удивительная. Она как бы есть, ее как бы нет. Или идешь вдоль реки, или пересекаешь ее, или шлепаешь, чавкая по болоту. Все время где-то вода. Поэтому болотники – незаменимая обувь в этих краях. Сапоги болотные, длинные, удобные. Нужно купить мне подобные. А то за поход мои прохудились, дырки в резине решетом появились. Ведь в них мы прошли всю дорогу, уставая за день понемногу. По воде и по мокрому снегу, торопясь к своему ночлегу. По бугристой земле и болотной траве. Кружку чая мне, а лучше 2. По звериной тропе и высокой горе, мечтая порой о горячем пюре. И по еле видному следу, ведя нескучную беседу. В бурных ручьях воду в них набирали, на привалах сушились и отдыхали. Пластырь на пятке, а мы не страдали. Пели, смеялись и громко мечтали. И мерзли мы в них, и потели. Ноги к вечеру так и гудели. Но мы дальше все шли и шли. Нас Момские горы манили вдали. Кто увидел красоты чистайской земли, на вечное счастье себя обрекли. Частички души остались в горах и тихо зовут нас в наших же снах. Советуем всем купить сапоги и летом утопать в дебри тайги. Авторские стихи нашей Марины в ее исполнении. Видите, какой актуальной обувью они оказались в МОМе и как они помогли нам добраться до озера Буюнга, основного места дислокации. Лагерь разбивали под дождем. Все промокшие, уставшие, с мыслью скорее залезть в спальник и уснуть. Быстро, всухомятку перекусив, сразу же улеглись отдыхать. Путь был сложным. Привет, дорогой дневник. Сегодня у нас 8-й день путешествия. И сегодня у нас дневка. Это значит, мы никуда не пойдем и будем весь день сидеть на одном месте. Простуда, начавшаяся в самом начале пути, не оставляла меня. Под носом от частого сморкания образовались коросты, сморкаться было больно. Кашель не проходил. Но главное, я боялась заразить однокомандников. Слава богу, обошлось. Помните, мы оставляли кое-какие вещи на перевале Антон? Это было сделано специально, чтобы можно было вернуться и забрать их. Проделав полукруг, расстояние между нашей стоянкой и Антоном значительно сократилось. И теперь до него можно буквально сбегать. Какие-то 10 километров. Тьфу, ерунда.
Галя, возвращайся. Снарядив небольшую группу в составе Славы, Марины, Ланы и Гали, остальные остались у озера. Я весь день проспала. Отдых был очень нужен. Погода в середине августа в Моме стояла уже по-настоящему осенняя. И создалось такое впечатление, будто природа здесь торопится показать все краски. Вот она по-летнему зеленая, здесь багряно-желтая, а где-то угрюмая, уже настроенная на зимнюю спячку. Но все вместе это буквально кричало в унисон «красиво». Нигде я еще не видела такой красоты. Абсолютно киношной, но не тронутой и ранимой, и в то же время опасной. Отдельной строкой, пожалуй, стоит отметить кухню в походных условиях. В частности, чем мы питались. Мома и хариус, наверное, понятия тождественны. Помнится, в детстве родственники часто присылали нам диковины для Якутска рыбу, папа строгал ее замороженную, и мы с удовольствием все до косточки съедали. Сегодня я, как говорится, словила флешбеки. Только хариус был малосольный, а еще была уха. А еще в тех озерах водится мальма. Арктический голец из семейства лососевых считается эндемиком и водится исключительно в высокогорных озерах. Ее мясо красное, как у всех лососей. Привет, дорогой дневник! Сегодня 10-й день путешествий, и сегодня у нас рдялка. Это означает, что мы не идем с огромными рюкзаками за спиной от пункта А до пункта Б. Мы остановились на одном месте и сегодня совершили марш-бросок на 6-7 километров, чтобы увидеть это прекрасное озеро, насладиться видами и порыбачить. И, возможно, у нас даже удастся поймать мальму. Это арктический голец, рыба с красным мясом. Посмотрим, удастся это или нет, покажу позже. После этого, после наслаждения видами и рыбалкой, мы вернемся на место стоянки и переночуем. Это, конечно, очень облегчает нашу походную жизнь, потому как после 2 дней, когда мы несли 18 килограммов на плечах, у меня такое ощущение, будто у меня здесь уже появились выемки для лямок. Жестко здоровая. Вот она. Мальма. Боже мой. Мамочки, она шевелится. Вон, посмотрите, какая большая рыбка. Мелкая, да? Угу. Ну, чешуи большой нету тут. Они мелкие. Мы что сейчас делаем? Мы сейчас посолим его. Малосолочка, да? Да, утро. У нас, ну, видишь, какой? Да, правда, красная. Красное мясо. Сейчас посолим, и завтра утром уже. Жидкость супа кто-нибудь будет? Суховую жидкость. Красота. Про мастерство готовить в походных условиях можно спеть целую оду. Я всегда думала, что неплохо кашеварю, но здесь почувствовала себя полным неучем. Слава с Пашей буквально покорили своей малосольной мальмой и хариусом. Лариса с Наташей – ухой, Галя с Ланой – жульеном, а Марина с Верой всегда поутру накрывали вкуснейшие и изысканные завтраки.
7 часов утра. Ночью были заморозки. Вся трава покрылась инеем. А я спешу на дежурство. Сегодня наша палатка снова дежурит. Это я, Лана и Галя. Дым ушел. Немножко рассеялся. И бедные носки, которые я вчера повесила, сушатся. После того, как они запрели в резиновых сапогах, покрылись инеем, и снова нужно будет сушить. Бутылки из-под воды, которые мы оставили для того, чтобы собирать ягоды, возможно, видите, покрылись инеем. Лето ушло. Отдежурив и позавтракав, мы поспешили на Антон. Тяжелые переходы позади, осталась только парочка радиалок. И все. Теперь вы знаете это слово. В последние годы МОМА больше привлекает к себе туристов. Со всего мира съезжаются, чтобы своими глазами увидеть большую момскую наледь Улахан-Тарын. Этот ледник самый крупный из известных не только в России, но и в мире. Его площадь составляет 112 квадратных километров, а к концу зимы размеры могут составлять 30 километров в длину и 5 километров в ширину при толщине 7 метров. Но это не та наледь, о которой я только что упомянула. Собственно, в Момском районе много похожих ледников, но Улахан-Тарын действительно самый большой. Нам же по пути попался чуть поменьше, но не менее красивый и, на мой взгляд, довольно-таки большой. Мы сделали это. Я сделала это. Ладно-то ладно, 300 раз уже ходила. Местность Антон названа не в честь какого-то Антона, а от слова «онтон», что с венского означает «черный песок». Когда долина реки Терехтях обнажается, наледь возле Антона оттаивает и открывается дно с песком черного цвета. Но здешние любят рассказывать и другую версию, что когда-то здесь жил Антон, он был то ли бригадиром, то ли каким-то руководителем артели. И действительно, недалеко от базы видны заброшенные старательские конструкции, а рядом с ними вросшие в скалы огромные округлые камни, которые наводят на различные фантастические мысли. Что это такое? Знаменитые яйца дракона. Яйца динозавра. Ученые утверждают, что когда-то в этом районе могла протекать река или действовать сильный ветер, что способствовало формированию таких образований. Внутри этих яиц спрессованная галька, а их характерная форма образовалась в результате обкатки. На поверхности видно несколько шаров, но под землей могут находиться и другие подобные образования. Золотое яичко нашли. Маленькое. А яичко не простое, яичко золотое. Наташа попыталась выкопать одно яйцо, которое, как позже выяснилось, оказалось скорее рогом. О! Это же не яйцо.
Собираемся домой в обратный путь до Уснеры, а потом и в Якутск. Поедем на этом транспорте с кондиционером. Привет, дорогой дневник. Сегодня я уже сбилась со счету, какой день путешествия. Мы уже пересели в КамАЗы и двигаемся в сторону Уснеры. По пути нас еще ждет стойбище оленеводов. Мы посмотрим на оленей и, возможно, попадем на кристаллизацию. И, конечно же, я имела в виду кораллизацию. С таким умным видом поумничать не удалось. Итак, кораллизация. Это ежегодный учет оленей и проведение ветеринарной обработки. В частности, оленям делают прививки, берут кровь на анализы, молодняк клеймят, проводят замеры и так далее. Мы прибыли к стойбищу семьи Слепцовых. Коренные оленеводы Аркадий и Евдокия Слепцовы с детьми живут в Улахан-Чистайском национальном наследии Момского района, а в их хозяйстве сейчас насчитывается около 2000 голов оленей. И это тот самый случай, когда якутянин видит живого оленя чуть ли не в первый раз в жизни. Важно в этом путешествии то, чтобы все ваши вещи были малого веса. Например, этот спальник весит 1 килограмм 100 грамм, этот коврик весит 1 килограмм 0,2, ну 20 грамм. Ну, туристический коврик, понятно, тоже не очень тяжелый. Все вот эти вот и коврик, и спальник я помещала вот в такой вот мешочек. Он с легкой гидроизоляцией, и он необходим в том случае, если, допустим, как вот сейчас идет дождь, рюкзак намокнет, то внутри этого мешочка спальный мешок останется сухим. Это очень важно. Вот и заканчивается мое повествование, мой дневник, мои путевые заметки с Большого Момского перехода. Сложно ли мне было пройти эти 100 километров, пробыть больше 2 недель в пути без удобств, без душа, без капучино по утрам и любимой газировки? Сложно. Зато как интересно и незабываемо. Как ты считаешь, почему в такие походы ходят в основном женщины? Вот твое мнение какое? Ну, тут как бы это сугубо мое личное мнение. Вот. Потому что, ну, когда я зову такие походы мужчин, там, ну, как бы обычно ходят люди уже более-менее состоявшиеся, у которых как бы все уже есть, вот. Но они предпочитают идти сами. Ну, либо там как бы думают, что они все это могут сами пройти, гораздо дешевле, там, как бы, ну, не пользуясь услугами, скажем так, проводников, инструкторов, вот. А наоборот, вот женщины, мне кажется, ну, они сами же, как бы, им, мне кажется, иногда надоедает сидеть дома, вот, им надо посмотреть красоту, как бы, Якутии, вот, сделать какое-то там восхождение, ну, и типа такого, поэтому, мне кажется, больше женщин, как, ну, идут в такие походы. По характеру такие женщины, конечно же, очень целеустремленные, которые могут ставить себе цели и достигать их. У них развиты волевые качества,
Они настойчивые, они способны преодолевать трудности, они обладают коммуникативными качествами, способностью работать в команде, потому что без этого в походе очень сложно. Ну и это женщины творческого склада ума, которые не любят однообразие, которые готовы к новым открытиям, новым свершениям. Какой бы ни была начальная причина отправиться в пеший поход, в любом случае это путешествие насытит, обогатит, успокоит, ответит на вопросы, очарует пейзажами и подарит способность видеть прекрасное. А для многих из нас Момо стала настоящим открытием. Это горная сказочная страна, где можно увидеть и швейцарские озера, и африканские саванны, и кавказские горы, и альпийские луга. Некоторые впервые в Моме увидели стадо оленей в 2000 голов и были поражены трудолюбием, жизнестойкостью оленеводов, их немногословностью, скромностью и гостеприимством. 16-й день нашего путешествия. Я сейчас нахожусь на Колымской трассе, на Ольчанском перевале. Мы возвращаемся домой. Я так устала спать в одежде, устала мерзнуть. Хочу наконец раздеться, помыться, перебрать в голове свои впечатления. В целом, конечно же, было очень замечательно. Трудно, интересно и замечательно. В Мому хочется возвращаться, ведь из Большого Момского перехода мы увидели только его малую часть. А пошла бы я в такой поход еще раз? Конечно. А вы?